И в синем углу боец из Узбекистана Бахромджон Машропов. 2 сантиметра. Именно такое преимущество в 2 сантиметра у Едыли Есенгулова. 179 сантиметров против 177. Напомню, что этот поединок проходит в легкой весовой категории до 70,2 килограмма. Жеңіл салмақ дәрежесіндегі 3 раундтық жекпе-жек. Ендеше қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алдыменен алаңның көк бұрышындағы жауынгер кәсіпқой рекордында 3 жеңіс, 1 жеңіліс. Оның бойы 177 сантиметр, салмағы 70-те 300. Андижан қаласы, Өзбекистан. Қарсы алыңыздар, Бахромджон Халид Машропов! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгер. Кәсіпқой рекордында 12 жеңіс, 3 жеңіліс. Оның бойы 168 сантиметр, салмағы 70-те 300. Иссік-Көл қаласы, Қырғызстан. Қарсы алыңыздар, Еділ Есенгулов! Рефери Манап Қабдиев. Яркий боец Бахромджон Машропов вне клетки и внутри ее. И Едыли Есенгулов один из самых, наверное, активных бойцов из Кыргызстана. По крайней мере, у нас в стране. Еще одно международное противостояние. Кыргызско-узбекское. В клетке Найза FC. Первый раунд, все внимание на экран. Отлично, с двоечки прям. Сейчас попадает Бахромджон. Первая же двоечка сейчас в цель. Еще раз попытался повторить. О, Идиль, наверное, уже от Машропова. Сейчас будет легче защищаться. Обратите внимание, что никто из бойцов сейчас не суетится. Да, оба спокойны. И вот есть ощущение, что Бахромджон вышел просто нокаутировать соперника. Да, и Едыль тоже самое, мне кажется. Нацелен только лишь на нокаут, на досрочную победу. Есть у этого бойца черта такая, он очень так медленно разгоняется. Боец из Кыргызстана. Видели мы его и в других поединках. Старт поединка в основном отдает соперникам. Но как только пристроится, приноровиться к стилю соперника, то дела будут плохи у соперника. Сможет ли и в этот раз адаптироваться под предложение Бахромджона? Пошел в ноги, вроде бы защитился. Оформляет Бахромджон сам теперь почти перевел, но что сейчас было? В несколько раз просто провернулись. Попытается закрыть треугольник, но здесь навряд ли даст такую возможность Идиль Есенгулов. И такая позиционная борьба сейчас. Будет пытаться замкнуть треугольник. Пошел за рукой. Интересный вариант. Растянул руку. Так называемый арм-краш. Не совсем удобная позиция. Но и сам не отдал позицию, что немаловажно. Был на грани сейчас пропустить Есенгулова в сайд-контроль. Пытается свипануть, но плотно прижат сейчас Есенгулов. Что это умеет делать, кстати. Очень плотно борется, поджимает. Очень такой вязкий боец. Бахромджон все так же пытается работать снизу. За счет свипа сменить позицию. Обратите внимание на ноги Машропова. Вот Есенгулов понимает, что к чему идет, и поэтому очень пассивно отработали в партере. Манап Кабдиев сейчас принимает решение поднять бойцов в стойку. Что, наверное, больше удобно для бойца из Узбекистана. Опять в ноги полез Идил, и
Взял захват, сделал тейкдаун. Опасный момент сейчас. Пропустил в маунт. Ох, как опасно сейчас. Отдает спину. Очень собран, сгруппирован. Что это было? Просто неуловимый какой-то Бахрамджон. Но опять, обрати внимание, опять поджал его Исингулов. Делает все правильно. Прижал. Мы не так часто видим, что Исингулов рубится в стойке. Еще один тейкдаун. Сейчас попытается отключить ноги, что в целом и делает. Блокирует ноги для того, чтобы Бахрамджон никуда не делся из партера. Чуть больше минуты осталось до окончания раунда. Думаю, раунд все-таки будет за бойцом из Кыргызстана. Призывает к активной работе рефери Исингулова. Да, и сейчас, возможно, опять поднимет стойку. Не так активен боец из Кыргызстана. Занимает опять позицию очень хорошую. Что будет отсюда делать? Будет ли попытка болевого? Не смог удержать в партере. Нет, все-таки законтролировал. Наверное, уже и не стоит тратить силы бороться. Осталось-то всего-то около 20 секунд. И даже с угла сейчас ему подсказываю Машарапову Бахрамджону, что нужно немножко отдохнуть. В конце раунда взрываться уже нет смысла. Все-таки, наверное, раунд он отдал своему сопернику. Происходит то, что мы и говорили. Легким соперником для Бахрамджона Идил Исингулов не станет. В среднем один поединок в 2 месяца проводит этот боец. Учитывая то, что около 3 или 4 боев у него за этот год еще слетело. Ну, причем физически мощный. Да, для Исингулов 70 килограмм этой очень весовой мощный категории. боец. Тот самый момент, первая атака, вроде подбил ногу, взял, сделал, доработал тейкдаун, но ушел из-под него Бахрамджон, сделал свип, ну и сам не смог зафиксироваться. Несколько раз тут провернулись. Размен в партере был у нас. Да, борцовский размен. Ну и четкий проход ноги и перевод от Идиля Исингулова. После этого тейкдауна он, в принципе, из-под себя не выпускал бойца из Узбекистана. Возвращаемся в октагон. Начало второго раунда. Прямо сейчас. Все готово ко второму раунду. И что будет делать с борьбой Исингулова? Машрапов. Очень грамотно так под одну ногу проходил. Возможно, сейчас будут какие-то заготовки. Исингулову нужно также работать. Не застаиваться в стойке и сразу же при любой возможности переводить бой в горизонтальную плоскость. А вот Машрапову все-таки нужно свой успех в стойке сейчас О, увеличивать. в маунт сейчас забрался и забирает буквально сразу же спину. На ошибке поймал Исингулова. Опасный такой момент сейчас, но не очень устойчив в бэкмаунте. Боец из Узбекистана. Сейчас ему важно вот именно Закрепиться. в этой да, позиции. закрепиться в этом бэкмаунте. Заправить руки, ноги как положено. А потом уже, наверное, развивать атаку. Такой важный, переломный, наверное, момент для обоих бойцов. Если заберет спину, все будет отлично для бойца из Узбекистана. Раунд он за собой, наверное, закрепит. Да, сейчас смог все-таки стащить Исингулова. Будет ли пытаться сделать здесь удушающий прием? Какие будут дальнейшие действия
Прячет свою шею Исингулов, обрати внимание. Да, и ногу скинул сейчас. Пытается развернуться лицом к Бахромджону. Очень хороший контроль. Еще раз заходит за спину. Full mount. Ну вот не хватает немножко физухи. Есть ощущение такое, что не хватает Бахромджону физухи законтролировать соперника в партере. Видишь, вот в таких моментах вот эта физическая сила Исингулова играет очень важную роль. Физическое преимущество на стороне Исингулова, поэтому не хватает буквально просто-напросто сил удержать своего оппонента Машропова в партере. Мы видели, как с маунта просто выкинул Машрапова, боец из Казахстана. Вот такие моменты, они показательны. 2,5 минуты остается до окончания второго раунда. И опять вот, обратите внимание, во внутреннюю часть бедра зацепил. Сможет ли встать на ноги Бахромджон? Неплохо начал раунд, но вот сейчас важная такая вторая половина начинается. Две минуты остается, пока ничего активного не происходит со стороны Исингулова. Сбежал он невыгодной для себя позиции. Теперь работает в гарде и наносит короткие боковые удары. Опять попытка свипа с зацепом. Стопами зацепил, пытался свипануть. Но, наверное, Исингулова уже так не проведешь. В первом раунде он смог этот свип сделать, но больше, наверное, Исингулов на это не будет покупаться. Терпение Манапа исчерпало свое время. Да, сушит схватку, сушит поединок. Исингулов очень пассивен в партере. И не активен в стойке, обратите внимание. Вот опять полез в ноги. Что сейчас будет? Задавил просто физухой Исингулов. Здесь есть Кимура грипп. Есть захват. Но своей же ногой сейчас Исингулов защищает. В затылок прилетает удар. Нужно быть аккуратным. Свип будет ли здесь? Нет. Вроде вес один, но вот разница в физухе, она просто колоссальная. Еще раз попытался свипануть, но уже с Кимурой, но эта позиция уже не позволит сделать какой-либо свип. Исингулов пошел по пути самого, наверное, легкого сопротивления. Сразу же в любой ситуации бросается в ноги, переводит бой в партер. Да, и занимает сейчас сайд-контроль. Минута до окончания. Будет ли попытка Кимуры? Ищет возможности для проведения болевого приема. Ну и, наверное, времени, если честно, маловато. Думаю, в любом случае нужно показывать активность. В любом случае. Да, и иначе сейчас он погибнет. этим и занимается. Скорее всего, в таких и целях был сделан этот захват. Залезает сам сейчас в гард Машрапов. Фарходжон Машропов, брат Бахромджона, сейчас активно болеет за своего бойца. Секундантом является, поэтому сейчас эмоционально последние секунды поддерживает своего брата. Да, и второй раунд однозначно за бойцом из Кыргызстана. Хотя неплохо начал Машрапов. Ну что, будем посмотреть, как говорится. Третий раунд для Машрапова очень важен. Видит все атаки, реагирует, но вот не хватает немножко физухи. Вот тот самый момент, когда он вроде законтролировал, законтрил, взял позицию маунта, но удержать не смог. Ну и мы видели, что в бэкмаунте долго соперника контролировать у него не получилось. И сейчас Исингулову самое главное вот эту тактику и придерживаться. Она работает, она приносит плоды. Его задача сейчас просто также доработать, не изобретая велосипед, скажем так. Ждем начала третьего раунда, последнего в этом поединке. Шанс для
Машрапова все-таки вырвать победу? Или же Едель Исенгулов сможет навязать свою борьбу в этом последнем раунде? Да, я сомневаюсь, что мы что-то новое в этом раунде увидим. Машрапов однозначно будет пытаться работать в стойке. Ну а Исенгулов, конечно, будет искать удобный момент для тейкдауна. Очень грамотную такую тактику подобрал боец из Кыргызстана. И как бы там судья не делал замечаний, верен выбранной тактике. Сейчас напрашивается под удар. Именно вот правой рукой опять пошел в ноги. Вот не получилось, но просто вытолкал к сетке. И сейчас уже отсюда Бахрамжон не убежит. Есть Да, бросок от есть тейкдаун. Исенгулова. Переводит. Сайд-контроль. Попытка подняться с партера. Да, и понял Исенгулов, что нужно делать. Насыпает такие легкие удары, показывает активность, чтобы судья лишний раз не придирался. Ну, не манере поднял боя. бойцов в стойку. Да, к манере боя Исенгулова. Это похвально. Он адаптируется по ходу поединка. Удобную для себя позицию занял, позиция хавгарда. Умеет он контролировать, мы это видели до этого, по ходу раунда. Вот возможность встать на ноги для Машропова в этом моменте. Но опять очень плотно работает Исенгулов и навряд ли сейчас даст встать. Нет, все-таки получается, но это не значит еще, что он отзащитился. Вроде бы вот он вылез, да, но опять стаскивает в партер. Как же хороший Исенгулов именно вот, в работе от сетки. И не делает ничего такого нового, скажем так. Он и до этого применял. Занимает позицию фулл-маунта. Да, очень опасная такая позиция. И спину отдает сейчас Машропов. Заправляет потихонечку руку. Ух ты, ошибка Исенгулова. Что здесь будет? Не хватает контроля в партере. Не будет здесь, скорее всего, удушающего. Не очень такой плотный захват. Ну и плюс работы ног не хватает. И все правильно. Обходит без проблем. Исенгулов чувствует все эти моменты в партере. Очень хорошо чувствует. Сейчас его задача до логического конца просто довести. Сможет ли занять сайд-контроль? И очень тяжело сейчас приходится Машрапову. Задышал. А Исенгулов как взял один такой средний темп в первом раунде, так и продолжает в этом темпе работать. Дал все-таки встать в конце. Снова Бахрамжону тейкдаун. и переводит в тейкдаун. Он, наверное, скорее всего, для этого и дал встать своему сопернику, чтобы заново сделать тейкдаун. Почувствовал, что уже не может так реагировать, так сильно, остро реагировать на тейкдауны. Машрапов неплох был во втором раунде, в первом раунде хорошо защищался, но вот в третьем раунде вот эта борьба от Исенгулова, она сильно измотала Машрапова. Меньше минуты остается до окончания этого поединка. Да, и мы видим вот эти результаты борьбы. Не так быстро Машрапов прицеливается, понимает, что проигрывает, ищет возможность для одного панча, да, скажем так. Опять в ноги полез. Исенгулов прихватил одну ножку, выход за спину. Нет, не дал за спину пройти. Предпочел уйти в партер Бахрамжон, но от этого легче ему не стало. Занимает опять фулл маунт. Очень такой опасной позиции сейчас находится боец из Узбекистана.
Ну и Сингулову сейчас не стоит форсировать события. Его задача просто протянуть оставшиеся мгновения. Очень слаженный, физически крепкий для легкой весовой категории Идил Исингулов. И очень прекрасно в этом поединке воспользовался своим преимуществом. Смог полностью реализоваться в этом бою. Ну что, мы ждем судейского решения. Я думаю, все зрители прекрасно понимают, что Идил Исингулов в этом поединке окажется победителем. Возможно, кому-то не понравится выбранная его тактика, но это большой спорт, и каждый пытается использовать именно свою сильную сторону по отношению к сопернику. Если брать Бахрамджона, то Исингулов прекрасно понимал, что его сильная сторона — это физические данные, ну и борьба, постоянный прессинг, изматывание. Все как по книжке сделал Исингулов. Ну а Бахрамджону не дал ни одной возможности раскрыться в этом поединке. Ждем судейского решения. If you wanna act, you can keep yourself where you at. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, 3 раундтан кейін төрешілеріміздің шешіміне жүгінеміз. Бірінші төреші 28-30, екінші төреші 27-30, үшінші төреші 27-30. Төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Идил Исингулов. Все на самом деле закономерно. Идил Исингулов одерживает победу единогласным решением судей.